Так, друзья, всем привет! Сегодня мы находимся на охотничьей заимке. Вот, идет тренировка. Тренирует Николай Анатольевич. Вот. Ну и сегодня, значит, у нас приехал Константин. Константин, у вас обновка, да? Да, у нас давайте посмотрим. Вот две МРки, одна моя. Со старым прикладом. Да, которая идет в стоке. И МРка уже, конечно, с прикладом от Юлиан Снайпер. То есть вот так вот абсолютно одинаковый. 710 ствол на этой, 710 на этой. Вот, но ты брал, тебе неудобно, да? То есть почему ты начал приклад менять? Потому что тебе неудобно. То есть он короткий, ручка короткая. Ну здесь, блин, все такое. Ну естественно сейчас сделали вот уже под тебя что-то. Ну вот. Будем стрелять. Будем стрелять. То есть одел я шоткам. Сейчас сделаем выстрелов 10-20. Ну и посмотрим, как приклад вообще ложится, не ложится. Значит, здесь вот затыльник такой. Здесь уже такой вот мягенький. Вот понажимаю. Написано Якут Снайпер. То есть вот он такой, как... Гасит. А здесь гасит, а дальше. Здесь не продавливается. Здесь дубовый, да. Дубовый. Вот. Значит, здесь рукоятка такая, как полупистолетная. Здесь уже конкретный пистолет с насечкой. Шишечка такая вот. Стопер. Ну, стопер тут по желанию. Ну, удобно. Вот. И еще скоро покажу на канале. Возьмем красочку такую специальную. То есть будем в один цвет сделаем и приклад, и цевье. Потом покажу тебе, как делать. В общем, ну все. Сейчас будем стрелять. Сейчас мужики отстреляются. И Константин, твой выход. Будет твой выход. В стоке и МРка. Ну-ка, скиньте. Ну, вот так вот. Скидывайся. Вот видите, он глаз закрывает и ложится, и еще заваливается. Ну, то есть, вот видите. Вот. Вот. То есть, вот если отсюда смотреть. Вот отсюда если смотреть. То есть, как бы голова завалена, спать ложись. И у тебя зрачок, смотри. Вот ты потом посмотришь видео, то есть он у тебя вообще, ну, закрытый. Короче, ты, грубо говоря, с двумя закрытыми глазами стреляешь. Почему закрытый? Так, а вот теперь приклад от Якут Снайпер, да. Ну-ка, вот теперь вот отсюда посмотрим. Видите? А что, открытый зрачок? Да, у тебя, то есть под веком. Вот ружье тоже разряжено. Вот. Все, ну сейчас попробуем. Смотри, просто скидываюсь и никаких действий не делаю. Да, только еще глаз, если не будешь закрывать. Ну, пока так. А у тебя двоится в глазах, да, или что? Посмотрим. Ну открой глаз. У тебя двоится или что? Ты ствол, ствол видишь вот с этой стороны, вот левым глазом, или что, нет? Это непонятно как-то. Ну вот через ствол посмотри куда-нибудь, вон на что-нибудь. Че, Витя, готов? Так, короче, встань в стойку, со вкладки, вставляй, выше, ствол выше. Вот мишень полетит, просто в нее нажмешь, все. Мишень Б, Витя, отсюда будет. Подожди, стой. Ну говори, дай. Дай. В нее стреляй. Попал. Еще раз. Ты не говори, куда стрелять, да? Ну, ты в нее стреляй, да и все. Тут даже ничего не надо. Дай. В нее. Дым. Глазами. Двумя глазами стрелял. Да, стрелял. Спокойно, не напрягаясь, не напряженный взгляд. Отлично, молодец. Хорошая стрельба. На шотками посмотрим. Можешь по одному. Ну вот и МРка перезаряжается. Проверить, Ага. насколько наспорчен это был накручен. Ну ладно. Легкий навес. Давай еще раз. Хорошо попал. Два четких попадания. Только не тушься. Да? Просто все. В нее заходи. О, второй раз попал. А первый раз, знаешь, еще дернулся, под нее стрельнул. Да? То есть ты вниз дернул. Просто я же тебе говорю, в нее не дергайся, спокойно. Все, молодец, подожди, перекурим сейчас немножко. Как вот тебе по ощущениям? Ну, непонятно. Но попадаешь, да, Ну, вот. Из 4 раз 3 раз попал. То есть для охотника это хороший результат. Не, ну ты мне сказал в нее целить, я не раз. Ну и все, а что? Она от тебя улетает. То есть ты идешь на охоте, от тебя утка раз подрывается, и все, и полетела. Да, это в нее как бы, она уходящая от тебя. Так, ну и попросим эту же мишень, только вот с будки, только отсюда середине. Сейчас просто попроси, проведи пальцем, ну как, просто траекторию, посмотри, попроси. Дай.
А что, не стреляешь, что ли? Ну ты посмотри просто. Ой, молодец, да тебе и смотреть не надо. Ну, меня одним глазом почему-то опять. Ну-ка. Ну-ка, дуй. Двумя попробуй. Двумя, давай, попробуй. Не торопись только, она спокойная. Вот. Нет, 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 смотри. Дай я тебе объясню. Смотри, она же, вот ты ее будешь вот здесь разбивать, сюда вот так вот вставать. Пускай она к стволам сама подлетает. Ты раз, взял ее на мушку. И разгоняй стволы. Спокойно, иди. Как зайдешь, в нее нажмешь, понял? А насколько повреждения? А здесь в нее практически. Её? Да. То есть никаких тут упреждений не надо. Она летит тут от тебя 10 метров. Один патрон вставляй, по одному стреляй. Нет, близко встаешь. Куда? Стволами близко к вылету встаешь. Да, вот здесь ставь. Где ты ее будешь хочешь разбить? Не знаю. Вот здесь посередине, я знаю. Дай. Выше стволы. Ничего себе. Ну давай еще раз. Дай. Молодец. Выше стволы. Ой, ё-моё, нифига себе. Да ты ни разу так в жизни не стрелял. Ну что, правда же? Что, скажи. Попадаю. Ну вот, попадаешь. Еще посмотрим на шотками. Ну ты доволен? Нет? Пока. Пока да. Пока что-то вот ты сначала не поверил, что ты попал. Нет, смотри, вопрос в том, что как бы вот ты говоришь, что стреляй, допустим, вот практически в нее. Я раз в нее стреляю, вот попадаю. Ну, а так бы куда? Мне может быть туда бы А ты смотри на нее взглядом, подожди, пока не заряжай. Так, ну это же мишень, тоже встречай ее на стволы, выше стволы и вот, да, туда, вот так, да? Давай. Вот пошла. Ой, ё-моё, что творится-то, а? Касай, да ты просто монстр. Вот. Дай. Во. А сейчас ниже засандалил, видишь, ее чуть подогнула. А так нормально, в принципе, был. Чуть-чуть подогнула и нормально. Так, ну давай что-нибудь еще стрельнем. Да, вот эвка из-за головы. Так, дай. Ага, вот она полетела, вон она, смотри. Не торопись в нее стрелять. Ничего себе. По красоте. Слушай. Человек, который вообще лежит на диване, смотрит видео мои, блин, и вот был последний раз полгода здесь, и то по воле небес я его затащил. Смотрите, как стреляет с новым прикладом. Вот диванный эксперт и не верит сам, блин, понимаешь, свою это. Давай еще раз, что ты? Так ты под чем руководством-то? Ну, ты ж стреляешь, не я что ружья стреляю-то. Так в нее, да? Да. Дай. Вот, заходи в нее и нажимай. Ой-ой-ой, что творится-то, да? Да вообще как? Ну давай еще раз, что ты? Закрепи. Спокойнее, ты понял, что спокойно надо? Да? На нее смотри просто. На нее и нажимай. Ну попал, ну подзатянул. По краю попал, видел, да, отколол. Ну, что-то Ну затянул, не затягивай так. Вот ты увидел ее, все. Нет, я хотел сказать, она на бок ушла, полево пошла, короче. Она летела раз и влево. Ну а там чуть-чуть надо влево. Если ты чуть-чуть, значит вообще там чуть-чуть и все. И глазами. А, ты видишь, пошла, поэтому я а почему ты увидел, что она влево пошла? Потому что ты смотрел двумя глазами, да? Нет, одним. Одним смотрел? Да. Ну хорошо, ладно, тебе зато ничего не мешало. Подожди, не заряжай, сейчас подумаем, что стрельнем. Ну давай, проси Да. я. О, метр впереди, сзади. А сзади, видишь, ты обзадил. Она быстрая, то есть надо метр выйти и сразу нажать. Понял? Вот, и... Не, смотри, чуть-чуть... Вот здесь будешь бить, да? Вот сюда вернись. Повыше чуть стволы, повыше. О, все, давай. Дай. Ничего себе, попал, видишь? Просто фантастика какая-то твоя. Заяц. Стволы пониже, пускай упадет, покатится, и в него только не дергайся сильно. Вот он полетел. Ну, ты что-то это, ты уже голову оторвал. Ты возьмись немножко. Ага. Дай. О-хо-хо, попал. Даже сам не веришь, что попадаешь, а? Нет? Есть такой немножко чуть-чуть? Полетит вот так из будки. Ну смотри сам глазами. Ты глазами сам поймешь, что делать.
повыше стволы, да, вот так, ну, высоко сильно, она ниже полетит. Вот, вот, смотри, вот она. Ничего себе, ты, слушай, ты просто уничтожитель тарелочек. Вот, блин, человек, который 2 года лежал на диване, блин, комментарии мне писал, вот просто уничтожает тарелки. Я не знаю, конечно, это может совпадение. У тебя патрона нету, ты вставь патрон-то. Да. Просто получает такой кайф, да, Константин Викторович. Просто ты сейчас кайфуешь, стреляешь и... Константин Викторович, ты скажешь по своему новому прикладу, тебе нравится? Да. То есть сделаем небольшие заключения. Вот, я себе на бинельку сделал, вот на бинеле М2, у меня тоже такой же. Вот, сейчас шоткам перекрутим, я постреляю. То есть приклад тебе зашел, да? То есть вот так много не надо, раз 10 попал, отдохнул. То есть много не надо стрелять. Вот. Я бы чтобы сказал, что ну, когда скидываешься, сразу вот это куда надо. То есть не надо там голову поджимать, вот это Да, вот. да, короче. на подушку не надо голову и ложить. всё. То есть, Да. и все, и он стоит на месте, как бы, то есть это как бы ну, на самом деле дорого стоит. Да, и... Это начинаешь понимать, когда у тебя есть нормальный приклад, допустим, со стокового, допустим, он скидывался, и когда с нормальным, тогда ты сразу разницу чувствуешь. Вот. У меня, грубо говоря, до этого как бы, приклад, у меня, в принципе, дома 3 ружья. Ну, вместе с этим. Вот, то есть, как бы, когда Самое мне пришел, удобное вот это у тебя конечно, получается. А хотя, как бы, я считал, что те вроде нормальные были. Да, ну, Ну, видишь. вроде как бы это. А тут, когда вот все посредством сравнения. Вот, Ну поэтому все, так вот, спасибо Якут Снайперу, да, да, за предоставленную возможность. Все, довольный клиент. Вот, попадать. сами видели, то есть вот только что был отстрел. Будем попадать, чтобы Вот. это... Вот, так что, друзья, если у кого-то какие-то вопросы будут, обязательно пишите, звоните. То есть, если вы из Омска, так же вот, как Константин приехал ко мне, я стрелять сам не умею, вот, Костя знает, ну, чуть-чуть, может быть, чуть-чуть лучше стреляю. сейчас Поэтому, говоришь, что- поэтому, как бы, могу чуть-чуть вам подсказать, то есть, могу познакомить с тренером по стендовой стрельбе, то есть, вообще можете плотно заняться, если вас затянет все это дело. А оно затягивает, особенно кайфуешь, да, когда попадаешь? Ну, только Эндорфины вопрос- идут сразу. Вопрос только в цене. Ну, ладно, это мой вопрос, как бы, тут каждый решает для себя сам. Вот, ну все, друзья. В общем, что, друзья, все, всем пока, до новых встреч.